Біз яйнымызны девам етеміз, сайғылы достар. Біздің студиямызда Мұсафыр, асылында сонки вақытлары Қырым Жымхуриетінде бойлы бір хабер шықты. Яғни Қырым Федераль университетінің Таврия академиясында журналистика йөнеліші ве кафедрасы қапала. Әлбетте сейірджелер, қырымлылар ве да чоқ абитуриентлер жанланмаға башладылар, ама бұ толысынен доғру хабер дегіл, яғни журналистика бөлігі толысынен қапа алмай, ве тамам бұ ақта біз Мұсафырымыз или субъект етечеміз. Демек, құрметлі достар, медиа тарафындан Қырым Федераль университеті наслын кешаф етежегі ақында бізге тамам Вернадский адына Қырым Федераль университетінің жемат или алақалар бойынша ректор ярдымжысы Эрвин Мусаев тариф етежек. Селям алейкум. Селям алейкум. Қош келдіңіз студиямызға. Насылсыныз? Алла берсе, я ваша жүреміз. Эрвинбей, нашумевшее событие, скажем так, очень много где мы о нем слышим. Создание в Крымском федеральном университете Вернадского института медиакоммуникаций, дизайна и медиатехнологий. Расскажите нам все-таки более подробно, то есть мы охватили, так сказать, только поверхность айсберга, что же все-таки скрывает, что же это все-таки за институт? Ну, сегодня мы все понимаем, что медиатехнологии и вообще медиа поглощает наше пространство, там цифровая экономика, мы видим, как весь мир развивается, сегодня там и искусственный разум, который должен стать нашим другом там, и помогать нам комфортно жить в цифровом мире. То есть и эти все направления, они активно развиваются и захватывает все больше и больше нашего пространства. И мы понимаем, что сегодня Крым не должен отставать в этих процессах, потому что есть определенные моменты, да, связанные с тем, что все-таки Крым не так задействован во всех медиа путях, которые сегодня происходят в мире, да, и это связано и с какими-то моментами, и санкциями, и с территориальной принадлежностью, но Крым не должен отставать, и нужно развивать медиапространство в нашем регионе. И здесь должен быть какой-то локомотив. Да? То есть, и это не должно быть какое-то средство массовой информации или еще какое-то учреждение, организация. То есть этим локомотивом будет логично, если станет научное учреждение, институт, который активно сможет готовить кадры, стать таким драйвером развития медиапространства в регионе и задавать новый тренд в медиапространстве Крыма. То есть, и, естественно, это должен быть федеральный университет, учитывая, что у нас есть возможности и ресурсы, связанные и с профессорско-преподавательским составом. У нас уже есть и студенты, у нас есть и материальная база, и возможность эту материальную базу расширять. И вот принято такое решение, чтобы создать институт медиатехнологий, медиакоммуникаций и дизайна. Естественно, сейчас идет действительно бурное обсуждение, потому что всегда новое, оно воспринимается, ну, иногда вот возникает такое недопонимание, и человеку свойственно бояться что-то нового. Но здесь хочу сказать, что концепция, она еще создается, там мы стараемся услышать и профессорско-преподавательский состав, и общественность, и студентов, чтобы создать такую действительно концепцию, которая максимально была эффективной. Но главным таким позитивом в этом процессе является то, что институт объединит в себе очень много разных направлений, имеющих большую перспективу в медиапространстве. И за счет того, что будет создан институт, есть возможность создать медиапарк. Медиапарк будет уже строиться студенческий центр на Киевской 181, это возле НАПКСа. Вот вы тоже делали репортаж, телеканал «Милет», и там уже цоколь, первый этаж поднят, то есть студенческий центр будет под собой таким драйвером медиаинститута данного. Там будет концертный зал на 1000 посадочных мест. Такого в Крыму нету. Да, то есть это будет таким центром привлечения к культурной жизни всего региона. Плюс в этом в студенческом центре будет медиапарк, там будет и пресс-центр, и медиалаборатория, и анимационная студия, и радио, и монтажные, начиточные, возможности в монтажной работать графистам.
И это все поможет студентам получить практические навыки, начиная с первого курса в рамках учебного процесса. То есть студенту не нужно будет идти куда-то на производственную практику, на какой-то телеканал, на какой-то там электронный портал или печатный, чтобы получить навыки и понять, нравится ему или нет. Он с первого курса окунется в производственную жизнь в рамках учебного процесса. Это очень важно, потому что сегодня образовательный процесс в мире строится, что энное количество времени в учебном процессе закладывается под выработку производственных навыков. И это очень важно, чтобы студент был не только теоретиком, но и практиком. Что еще позволит развитие этого медиапарка дать региону? Вот анимационная студия – это очень будет большой толчок в развитии анимации в Крыму. То есть сегодня это направление практически не развивается. То есть у нас есть направление образования графический дизайн, но в основном это живопись. Вот. Анимационная студия, она позволит создавать анимацию. Сегодня анимация используется в компьютерных играх, в мультиках, в документальных, художественных фильмах. Да, люди даже клипы снимают. Клипы, то есть, я не знаю, там мини-ролики. Анимация сегодня практически везде. То есть, начиная там от рекламных роликов, то есть везде присутствует анимация. И очень необходимо развитие ее в регионе. И сегодня есть позиция там и федеральной власти развивать анимацию в регионе. То есть вот создание такой анимационной студии позволит в дальнейшем выстраивать отношения с тем же Союзмультфильмом, потому что они могут, например, давать заказы, а Крым может эти заказы поэтапно выполнять. Плюс сами студенты, которые учатся на графике и совместно с журналистами смогут выработать практические навыки. То есть это тоже очень важно. Надеемся, что графисты будут творчески подходить и развивать это направление. Ну, на самом деле, замечательная идея, потому что, вот, исходя из вашего ответа, я понял, что это классно будет. То есть, вот, действительно, люди уже будут готовым продуктом, да, то есть это будет готовая боевая единица, которая будет просто заходить со своим дипломом, так сказать, на любой телеканал, на любое радио, а может даже и не будет заходить. То есть это будет просто готовая единица, боевая, готовая машина для того, чтобы просто разносить интернет-пространство и создавать какой-то годный контент. Это Так и хотим, чтобы это действительно студенты были уже полностью готовы, они понимали, имея диплом на руках, кем они хотят быть. Потому что очень часто в медиа бывает, что диплом есть, а кем ты будешь или как ты себя видишь в данной профессии, понимания такого вообще нету. мы это прекрасно понимаем. Да. Не, действительно, здесь человек уже будет понимать, он хочет заниматься художественными проектами, заниматься новостями, быть пишущим журналистом или каким-то блогером, вести свой YouTube-канал. То есть, и как раз-таки вот этот медиапарк позволит ему определиться, попробовать себя в различных сферах и понять, чего он хочет. Да, и развить свои навыки. То есть, потому что, опять же, мы понимаем, что в этом институте будут, как я уже сказал, то есть и журналисты, и полиграфисты, и графисты, и пиар-менеджеры, и специальность рекламы. Да, то есть, и они смогут создавать межличностные связи с целью создания какого-то качественного продукта. Ну, условно говоря, что вот есть журналист, который, хочет вести YouTube-канал. Они как-то, к примеру, объединяются с ребятами, которые хотят работать с камерой, подтягивается графист, который делает качественную графику такую интересную, и они создают содержательный продукт, который в дальнейшем может разбить пространство не только России, но и мира, да, потому что, может, в течение 5 лет мы вырастим нового, Юрий Дудь будет у нас крымский, который будет своей нестандартной подачей, его YouTube-канал будет один из самых популярных. То есть, или они создадут блогера, который будет тоже с большим количеством подписчиков. Ведь за каждым блогером стоит очень большая команда из 5-10 человек. То есть, и этот процесс, он такой сложный и творческий. Мы хоть и видим, что короткий какой-то видеоролик, до минуты. Но на самом деле за этим блогером стоит большая команда профессионалов. И вот здесь мы надеемся, что студенты смогут между собой налаживать эти связи и командой формироваться. То есть
Возьмем Кремниевая долина. То есть почему она Кремниевая долина? Потому что там есть очень много таких интересных драйвовых ребят, которые собираются какими-то группами и создают необычный продукт, который до этого в мире не было. Да, там, в гаражах, в кафешках, там, в различных точках роста. То есть самое важное сегодня это люди, которые создают продукт. И от того, насколько этот продукт содержательный, все зависит, ну, наверное, успех проекта. То есть сегодня не сколько там технологии решает вопрос, сколько само содержание. То есть, и насколько оно зацепит зрителя или участника процесса. И то есть мы можем говорить о том, что несмотря на то, что институт создан на базе Крымского федерального университета в первую очередь для студентов этого университета, но тем не менее он объединит всех медийщиков республики. Да, мы будем со всеми сотрудничать. Ну, институт будет создан после решения ученого совета, окончательное решение и в каком формате и сроки создания этого института примет ученый совет. У нас коллегиальный орган, который принимает окончательное решение. То есть этот институт должен работать со всеми, привлекать все базы производственные, налаживать с ними связь. Здесь уже все в наших руках и в руках там наших коллег, которые будут сами определять, насколько глубоко они хотят погружаться в этот процесс, потому что я уже знаю, что многие телеканалы готовы в этом процессе участвовать, выступать таким, ну, создавать совместный продукт, работать со студентами, чтобы в дальнейшем просто получать качественные кадры. То есть, и опять же, мы понимаем, что там такой студенческий центр с концертным залом, он станет такой точкой развития культуры и общественной жизни в регионе, потому что когда есть возможность там прийти, там, воспользоваться концертным залом или пресс-центром, выступить, поговорить, пообщаться, ведь очень много еще людей, которые приезжают в Крым и готовы делиться своими знаниями. То есть это и журналисты, и блогеры, которые вот, пообщаться со студентами, поговорить. Опять же, на практике отработать какие-то вещи, о которых они говорят. То есть это все будет возможно в этом медиа-парке. То есть вот есть аудитория, ты с ней общаешься, делаешь один шаг и попадаешь уже там на хромакей с камерой и начинаешь уже на хромакее рассказывать студентам то, что ты говорил там про теорию. То есть, и для этого необходимо сделать всего один шаг. Вот как бы возможность для студентов. На самом деле, ну, вот вы так красиво рассказываете, я, честно говоря, уже хочу туда поступить, но мне уже нельзя. Все-таки, Эрвин Казимович, чохсаланс, что посетили нас, рассказали. Мы понимаем, насколько это важно, мы действительно согласны, мы ждем с нетерпением открытия данного института. И, конечно же, чем больше кадров, тем больше мы и рады, конечно. Что бы вы хотели пожелать телезрителям? Ну, чтобы они смотрели и телеканал «Милет», слушали радио «Ватан Седасы», поддерживали проект по созданию Института медиатехнологий, по возможности принимали в нем участие там, и как зрители, и как участники, может, и будущие абитуриенты, которые хотят учиться и выберут профессию именно связанную с медиаиндустрией. Поэтому, надеемся, мы создадим в ближайшее время этот весь продукт, и вы сможете поступить в университет и активно внедряться в жизнь не только университетскую, но и, наверное, республиканскую. Вот, поэтому... А может, и Южно-федерального округа. Да? Çok sağ olunuz kelgeniniz için. Бізге вақыт айырғаныңыз үшін қайырлы күндер тілейміз. Çok sağ olun. Урмейлі достар, yayınımızны devam etemiz. Nevbeteki kısmımız tamam sportмен bağlı bir birlikte yangi meşguliyetlerini beceреміз.